Я говорю, что это то, что ты говоришь, сам того не осознавая. Теперь перейди к Матфея 6. Я покажу тебе, что истинно Иисус сказал о Боге. Открой Матфея 6. Прочитай с 6 по 8 стих. Я не верю в подлинность Евангелия от Матфея. Но твой ложный пророк верил. Ты хочешь сказать, что ты лучше Мухаммеда? Если я покажу тебе из твоего Хурана, что твой пророк сказал «верьте Библии, которая у меня есть», ты плюнешь рядом со мной, потому что я покажу тебе это прямо сейчас в Хуране. Нет, хорошо, могу я объяснить? Нет, мне не нужны твои объяснения. Ты стал мусульманином всего 2 месяца назад. У тебя нет квалификации. Ты хочешь, чтобы я показал тебе место в Хуране, где твой ложный пророк сказал, что моя Библия истина, и я должен использовать ее, чтобы судить его? И тогда ты сможешь судить его вместе со мной. Да, там говорится о том, что вы должны судить по Торе и Евангелию. Но это было во времена пророка. Хорошо, какого пророка? Какого пророка? Пророка Мухаммеда. Хорошо, теперь смотри, ты либо лжец, либо невежда, потому что у нас есть экземпляры Торы, которые были написаны до Иисуса, после Иисуса и во времена твоего пророка. И это то же самое, что есть у нас сегодня. Так когда же она изменилась? Я верю, что она изменилась после пророка Мухаммеда. Хорошо, подожди. Потому что сейчас я покажу тебе английский перевод копии Ветхого Завета, которые были выпущены за 20 лет до Иисуса. Хорошо? Я покажу тебе их. Теперь ты попал. Ты сказал «после», верно? Я покажу тебе перевод того, что было до. Вот она, смотри. Я хочу, чтобы ты посмотрел на нее. Библия свитков Мертвого моря. Древнейшая из известных Библий, впервые переведена на английский язык. Это Тора из самых древних экземпляров Ветхого Завета, написанная на иврите, найденная в 1947 году, написанная примерно за 20 лет до Иисуса, переведенная на английский язык. И она идентична тому, что я читаю в своей Библии сегодня. И это до Мухаммеда. Ты сказал «после Мухаммеда». У меня есть копии до Мухаммеда. Ты попал. Хорошо. Итак, что касается всей Библии со времен Иисуса или до Него, мир праху его, мы не уверены, то есть я не уверен, я не знаю. Открой главу 3, стих 50. Тебе лучше быть уверенным. Открой 3 главу, стих 50, потому что в Хуране говорится, что Иисус подтвердил то, что я сейчас держу в руках. Я знаю, о чем вы говорите. Тогда прочти это. Если ты знаешь, то прочти. Глава 3, стих 50. Хорошо. Читаю 3:50. Я пришел, чтобы подтвердить истинность того, что было в Таурате, до меня, и чтобы разрешить вам часть того, что было вам запрещено. Я принес вам знамение от вашего Господа. Бойтесь же Аллаха и повинуйтесь мне. Хорошо. Для чего он пришел? Для чего, по словам твоего Хурана, пришел Иисус? Иисус пришел, чтобы подтвердить, что Тора была дана Моисею. Хорошо. Я дам тебе 10 миллионов долларов, если ты покажешь мне, где в Коране говорится, что Тора была дана Моисею. Аллах говорит, что книга была дана Моисею, и мы знаем, что эта книга была дана Моисею. Нет, ты меня не слушаешь. Нет. Вы не знаете, что это за книга, потому что Коран вам об этом не говорит. Не играй со мной в эти игры. Не воруй из моей Библии, чтобы защитить свою позицию, потому что ты только что отверг мою Библию. Покажи мне в своем Коране, где говорится, что Тора была дана Моисею. Не играй со мной в эту игру, сынок. Я не могу вспомнить ни одного стиха, который пришел бы мне в голову. Потому что его нет. Итак, чего я тебе не позволю, так это красть из моей Библии, в которой говорится, что Тора была дана Моисею. Потому что ты только что сказал, что не веришь в это. И это означает, что ты такой же лицемер, как и твой пророк, если ты используешь Библию, чтобы сказать мне, что Тора дана Моисею. Но когда я использую Библию, ты мне не веришь. Не играй со мной в эту игру. Ты либо принимаешь ее, либо отвергаешь. Поэтому я хочу, чтобы ты показал мне в своем Коране, где говорится, что Тора была дана Моисею. Прямо сейчас покажи это мне. Можешь не тратить свое время. Этого там нет. Но я хочу, чтобы ты обратил внимание на то, что сделал Иисус. Иисус подтвердил Тору. Хорошо. Было ли там сказано, что он разоблачил искажение Торы, или он подтвердил это? Нет, он подтвердил Тору. Хорошо. Теперь перейди к 5 главе, стих 46. Хорошо. Читаю 5:46.
Вслед за ними мы отправили Иису, сына Марьям, с подтверждением истинности того, что было прежде ниспослано в Таурате. Мы даровали ему Инжиль, в котором было верное руководство и свет, которое подтверждало то, что было прежде ниспослано в Таурате. Оно было верным руководством и назиданием для богобоязненных. Теперь прочитай 47 стих. Продолжай читать. Ты только что прочитал стих 46, но прочитай 47, продолжай. Конечно. Пусть люди Инжиля судят согласно тому, что Аллах ниспослал в нем. Те же, которые не принимают решений в соответствии с тем, что ниспослал Аллах, являются нечестивцами. Теперь открой 61 главу, 6 стих Корана. И я даже не буду цитировать Ибн Касира. Нам не нужен Ибн Касир, чтобы подтвердить то, что я говорю. Прочитай 61 стих 6. Конечно. А вот Иса, сын Марьям, сказал: «О сыны Исраила, я послан к вам Аллахом, чтобы подтвердить правдивость того, что было в Таурате до меня, и чтобы сообщить благую весть о посланнике, который придет после меня, имя которого будет Ахмад. Когда же он явился к ним с ясными знамениями, они сказали: это очевидное колдовство». Итак, я только что дал тебе 3 стиха, которые ты прочитал. И Иисус подтвердил, что Тора была в его распоряжении. Ни одного слова о том, что Иисус сказал, что она искажена. Я только что показал это. Посмотри на название еще раз. Библия свитков Мертвого моря, древнейшая из известных Библий, впервые переведенная на английский язык. Археологические находки говорят нам о том, какая была Тора, потому что мы нашли рукописи Торы Ветхого Завета на иврите, написанные до Иисуса. Это означает, что если ты веришь в свой Коран, то единственная Тора, которая исторически была у Иисуса, и это факт, это та книга, которая есть у меня сегодня. Вот она. Так что если ты веришь в свой Коран, тебе лучше перестать говорить мне, что ты отвергаешь мою Библию, потому что это означает, что ты не веришь в свой Коран. Итак, возвращаясь к вопросу, веришь ты Библии или нет. Забудь о том, веришь ли ты Библии. Допустим, ты не веришь Библии. Она искажена. Отлично. Но ты не обращаешь внимания на тот факт, что я, как христианин, когда читаю Библию, вижу, что Бог Библии хочет, чтобы христиане усыновляли детей. Потому что Он Бог, который любит принимать людей в свою семью. Ваш Бог, Аллах, не только запрещает усыновление, вы не можете усыновлять. Он сам никого не усыновляет. Как они могут быть одним и тем же Богом? Убеди меня. Я хочу быть мусульманином. Убеди меня, человека, воспитанного на Библии, что Мухаммед верит в такого же Бога, в которого верил и Иисус. Кстати, когда ты говоришь мне, что Библия искажена, ты доказываешь мне, что Мухаммед фальшивка. Знаешь почему? Потому что ты бы не сказал мне, что Библия искажена, если бы Мухаммед был согласен с Библией. Но видишь ли, он не согласен с Библией. Поэтому тебе приходится нападать на Библию, чтобы обманом заставить меня последовать за ним. Хорошо, но в Ветхом Завете есть вещи, которые вы и авторы Нового Завета интерпретируете с христологической точки зрения. Так почему бы не использовать Коран в качестве критерия? Потому что Аллах говорит в Коране... Почему я должен использовать Коран в качестве критерия, когда в вашем Коране в главе 5 только что сказано: «Послушай, ты понял, что читал? Ты не понял прочитанное. Там сказано, что мы, христиане, должны судить по Евангелию, а не по Корану. Ты же читал 5.47. Ты только что опроверг сам себя. Прочти это еще раз». Да, я прочитал это. Хорошо. Итак, будучи христианином, не мусульманином, почему я должен судить в соответствии с вашим Кораном? Согласно Корану, это... Прочти еще раз. Пусть люди Евангелия судят согласно тому, что Аллах ниспослал в нем. Согласно чему? Те же, которые... Согласно Евангелию. Тогда почему ты только что сказал мне, используйте Коран в качестве критерия? Если твой Коран говорит мне, что я, как христианин, должен использовать в качестве критерия мое Евангелие. Теперь прочитай ту же главу 45 по... Прошу прощения, 43 по 45 стих. Прочти стихи с 43 по 45, главы 5. Хорошо, могу я кое-что сказать по этому поводу? Там действительно сказано, что вы должны судить по Евангелию, потому что Бог ниспослал в Евангелии. Но Аллах также говорит, что не следует впадать в крайности в том, что вы делаете. Мне все равно, что говорит Аллах в Коране, потому что это не Евангелие. Моему Евангелию все равно, что говорит Аллах. Но твой Аллах велел тебе сказать мне, чтобы я судил по моему Евангелию. Это то, что твой Аллах только что велел тебе сказать мне, верно? Да, похоже, что да. Так что не надо мне рассказывать. Джеймс, послушай, не рассказывай мне, что говорит тебе твой Аллах. Мне наплевать. Я говорю тебе то, что вы должны говорить мне, потому что Аллах велел вам сказать. Вы, христиане, судите по своему Евангелию. Поэтому я сужу вас по своему Евангелию. Теперь прочитай 43 по 45 стих, чтобы увидеть, что ваш Аллах говорит евреям: «Не ходите к Мухаммеду, обратитесь к своей Торе и судите по ней».
Прочитай с 43 по 45 стих, та же глава. Хорошо, конечно. Но как они выберут тебя судьей, если у них есть Таурат, содержащий закон Аллаха? Даже после этого они отворачиваются, ибо они не являются верующими. Мы не спаслали Таурат, в котором содержится верное руководство и свет. Покорившиеся пророки выносили по нему решения для исповедующих иудаизм. Раввины и первосвященники поступали таким же образом в соответствии с тем, что им было поручено сохранить из Писания Аллаха. Они свидетельствовали о нем. «Не бойтесь же людей, а бойтесь меня, и не продавайте свои знамения за ничтожную цену». Те же, которые не принимают решений в соответствии с тем, что не спаслал Аллах, являются неверующими. Мы предписали им в нем душа за душу, глаз за глаз, нос за нос, ухо за ухо, зуб за зуб, а за раны возмездие. Но если кто-нибудь пожертвует этим, то это станет для него искуплением. Те же, которые не принимают решений в соответствии с тем, что не спасал Аллах, являются беззаконниками. Хорошо. Могу я теперь задать тебе вопрос? Ты прочитал с 43 по 45 стих. Здесь даже евреям сказано, почему евреи приходят к тебе, Мухаммед? Пусть они придерживаются Торы. Так почему же вы сейчас говорите мне и евреям, чтобы мы судили по вашему Корану, когда ваш Коран велит вам сказать мне, христианин, суди по своему Евангелию, еврей, не приходи к Мухаммеду, суди по своей Торе. То есть вы противоречите Корану? Когда я прочитал эти стихи, я понял, как я уже сказал, что Тора и Евангелие еще не были искажены во времена пророка. Но теперь, когда я показал тебе копии Торы, которые были обнаружены в 1947 году, которые были до Иисуса, я показал тебе, что единственная Тора, которую подтвердил бы Иисус, это та книга, которая есть у меня сегодня. И в ней даже доказывается то, что написано в 45 стихе, что в Торе говорится «жизнь за жизнь, зуб за зуб». Этот стих все еще есть в моей Торе. Это Исход 21, 22, 25. Тот самый стих, который цитируется в 5.45, есть в Библии, которую я читаю сегодня. Игра окончена, друг. Это означает, что твои нападки на Библию означают, что ты либо нечестен, либо невежественен. Одно из двух. И я буду великодушен и скажу, что ты невежественен, потому что ты мало что знаешь об исламе, не говоря уже о Библии. Ты ничего не знаешь о Библии и очень мало знаешь об исламе, и просто пытаешься быть честным. Итак, теперь, если я буду судить по Евангелию, я буду делать то, что говорит твой Коран. Ты христианин, Насара, суди по своему Евангелию. Итак, Джеймс, в моем Евангелии говорится, что Бог — духовный Отец верующих. Мы Его дети через веру в Иисуса. И Иисус сказал, что Бог — это Отец. Когда я читаю ваш Коран, там говорится, что Аллах никому не Отец, Мухаммед не Его сын, и ты не Его сын. Тогда как Бог, о котором проповедовал Иисус в моем Евангелии, может быть вашим Богом? Я не уверен. Повтори. Я не уверен. Ладно, хорошо. Надеюсь, Бог разбудит тебя от твоего обмана, и ты вернешься к Иисусу.